легче совершить кражу вот этой старой автомашины в классе 06, сдать ее в прием, пункт металла, получить за это 3-4 тысячи рублей, все, деньги у него в кармане есть. Это большая проблема. Это наши же, скажем так, подростки занимаются вот такими вещами. Хотел бы обратиться к жителям нашей республики, чтобы к родителям, чтобы они все-таки обращали внимание, чем их дети занимаются в дневное время, понятно, может быть, они посещают какие-то учебные заведения или работают где-то, чем они занимаются в ночное время. Потому что все преступления, связанные с посягательством на автомобильный транспорт, в основной массе совершаются в ночное время. Рекомендуем приобретать механический блокиратор. Очень эффективный способ. Это, как вы поверьте, не реклама, но у нас не было еще ни одного факта угона и краша автомобильного транспорта, где владелец использовал данный блокиратор. Потому что какую бы сигнализацию вы не приобрели дорогостоящую, какую бы совершенно сигнализацию вы не установили себе на автомашине, она буквально через некоторое время, ну максимум через полгода уже теряет актуальность, то есть ее скрывают. Раньше совершали кражи в основном уже более взрослые люди, ранее судимые за угонные кражи транспорта, какие-то специальные, специализированные организованные преступные группы. Вот как говорят, они собираются, пацан, не пацан, да? Я не знаю, озвучить, не озвучить перед вами. Если ты пацан, то соверши, угони машину. Хоть на 5 метров, откати ее, но ты угони. Вот это. Чтобы в кругу самоутвердиться, если раньше выясняли, пацан ты не пацан в ходе, скажем так, ну, драки там единичные, да, друг против друга единично там доказывали превосходство, то тут сейчас элементарно, угони машину, ты будешь как бы мы пойдем уважать, будем. Если вот рассказывать при задержании, тут рассказывают, они же сами нам это все и рассказывают. И еще один из источников дохода, это опять же наши подростки занимаются этим. Снимают ночью госномера, оставляют буквально под козырьком подъезда, рядом где-нибудь, да, или в соседнем подъезде, далеко с собой не носят, оставляют. Потом звонят, оставляют записку на лобовом стекле, номер телефона. Естественно, владелец звонит, и ему предлагают за сколько? За 5. Мне звонили вчера. Да вы что? Да. Вот видите. Статистика. От 5 до 15 тысяч, сейчас, извините, от 5 до 15, зависит от номера. Вот есть же, как бы говорят, платные номера, да, там, 3 пятерки, там, 3 двойки. Если такие, то сумма возрастает, естественно. Также правильно сказать, что именно воруют неблагополучных семей, неправильно, попадаются из хороших семей, приходят родители, мама приходит и когда мы детей задержим, приходят, естественно, родители, да, отец, мама, начинают говорить, как вот так могли поступить, это мой самый лучший сын, он никогда этого не мог совершить, еще мы же виноваты остаемся. Просто, вот, честно говоря, вот это наблюдать мне больно и не хочется, да, когда вот ребенок сидит и вот это все происходит. У него был бы матерый какой-то рецидивист, да, вот с ними поговорить приятно, весь синий такой, и есть о чем пообщаться и поговорить приятно. Вот. А тут ребенок, ну что, вот ему объясняешь, он еще и при нас грубит родителям. Ну как?